Ребята, разве это не красиво? Вот она, природа, счастье. Уха уже есть у нас, Денис. Денис! Ребята, мы снова на рыбалке. Вот сейчас только что остановились. Здесь машину мы оставим. Ребята уже у меня пошли по этой тропинке. Будем подниматься минут 20, наверное, по дороге. Дальше поднимемся. И вдоль реки, будем спиннингом спускаться, спиннингом рыбачить, в общем. Сегодня рыбачим на спиннинг. Вот такой вечер, безоблачный, и ветра нету. Только комаров очень много, и овода. Вон возле машины сколько их. Не знаю, приблизить. Там видно, как они летают вообще. Их много, очень много. И главное, возле машины они крутятся. Тоже поднимемся и будем. Дальше просто вот такие пни здесь. Дальше проехать не стоит уже тут рисковать. Машину оставим лучше здесь. Конечно, ветер отличный. В следующий раз, наверное, здесь можно на приманку тоже рыбу половить. Но это другой раз. Сегодня рыбалка на спиннинг. Идем. Минут 20 будем подниматься. Вторая причина, почему я оставил машину там, вот эта лужа. Вот эта лужа, и не так глубокая, но запросто можно здесь застрять и потерять кучу времени. Такое неприятное место, и, наверное, все лето такая лужа будет здесь. Потому что лето у нас в этом году дождливое. И сколько комаров тут вообще тоже. В прошлом году здесь ездил, а в этом году что-то я пока не рискую. Пускай лучше я обойду пешком, чем застрять и потерять кучу времени. Никак догнать не могу своих ребят. Они быстро как-то ушли от меня. Но не видать их. И вот уже видно, как шиповник цветет. Вон такие цветки. Вот. Мало что-то их в этом году. Может, уже расцвели все уже сезон может уже кончился, чтобы цвести. Здесь тоже луг был раньше, вон, смотрите, все заросло. Дальше где-то метров 300, наверное. Вот такое сухое место, ягель тут. Ягель, и сейчас на днях был комментарий. Спрашивали меня, почему я летом не собираю грибы. Вон мои пацаны. Вон мои ребятки. Я все-таки догнал их. Старший и младший. Все в сборе. Идем на рыбалку. И спрашивали меня, почему я летом не собираю грибы. В данный момент сейчас пока грибов нету у нас. Но сейчас небольшой выход был. Показывал, я ходил там на кладбище, там на Заречье, там тоже места, там 50 километров вот такие ягели. Хоть кругом ягеля, там место такое, белые грибы выходят. И где-то неделю назад, наверное, знакомый тоже, односельчанин, ходил туда, за кладбище, где-то возле дороги. Именно возле дороги, белые грибы уже выходили. А красная шляпка, вот эти обычные грибы, сейчас выхода еще не было. Пока не сезон, видимо. В конце июля, раньше мы тоже сенокос заканчивали где-то в конце июля. И уже в конце июля уже грибы начинают выходить. Грибной сезон еще впереди. Это август-сентябрь. 2 месяца еще. Надоест эти грибы. В общем, недалеко уже там речка. И оттуда еще нам надо еще минуты 10 ходьбы. Такое место ягель. И грибов много здесь выходит
Грибы выходят здесь осенью в основном. А солнце уже скоро сядет. И мои пацаны не туда пошли. Денис! Никита! Оу! Налево сыкае! Вот же накая! Они не туда пошли. Нам надо подняться еще выше. Но не, еще выше поднимемся по дороге. Вот возле дороги кустики черника. Черника, и мало их, что-то очень мало. И вон такие уже ягодки белые. Потом они начнут цвет менять на синий, голубой. И уже белыми станут. А сейчас их очень мало, что-то их, в общем, этих черник. Но так-то, в принципе, есть ягоды. Есть, да. Есть, может, места, если найти, можно набрать. Вот река. Половину пути мы уже прошли. Еще где-то столько пройдем. И будем рыбачить. Вниз будем спускаться. Будем рыбачить и спускаться. Ох, как красиво. Ох, как красиво тут. Вон. И ведь еще утопленника так и не нашли. Это вот тоже утопленник. И непонятно, даже место, точное место не знают. Может, где-то под корягами, бедолага. Непонятно где. Он где-то за поворотом там выше. Вроде бы как перевернулись, а может где-то он уже здесь, может ниже. Но здесь коряк, конечно, очень. И здесь глубина. Вообще ужасно глубина тут. Очень глубоко. И вроде река не широкая. Где-то 50 метров, наверное, ширина. 50-70 может. Ну, максимум 70 метров. А глубина здесь очень, очень глубокое место. Страшно даже подумать, блин. Да. Многие так утонут и не находим. Ребят, я дошел до того места. Вот багор, несколько штук, 4 штуки. И вот такие крюки. Такие крюки. Вон. Вот такими крюками и ищут утопленника. Вот 4 штуки тут. И много уже там они потеряли, как бы за коряги цепляются. И невозможно, они рвутся потом. Вот такими крюками вообще ищут у нас. Ищут утопленников. Самодельные крюки. И, видимо, тут тоже они его искали. И выше, ну, везде кругом ищут. Не знаю, где он. Да, страшная история, конечно. Вот еще для багора, наверное, как-то палка, эти шесты стоят. И сами багоры там. Где-то высота сколько? Ну, метров 4 метра, наверное, где-то 6. Вот такая история вообще у нас. Ну, вот, видите, воды много еще лишней. Может, где-то и под корягами он. Не знаю. Еще у нас вот выше первой избушки, где я рыбачу, показываю даже видео первая избушка. И там за 2 километра следующая избушка у одних. И в полноводье тоже вот двое охотников вот, перевернулись как-то. На маленькой лодке были и перевернулись. И один тоже ухватился за... Ну, в общем, спасся, а второй брат у него утонул. И также не могли найти. И прошло, не знаю, сколько лет, сколько времени прошло. Просто вот дети там на сенокосе тоже рыбачили. И возле песка они заметили. Там труп лежал, в общем, как это уже, ну, непонятно какой он уже был. Но вот видите, там коряг нигде не зацепился, а возле песка его, в общем, нет, нашли. Так что всякое может быть. Не знаю, где лежит человек. Фу, опять оторвались мои пацаны, блин.
Я там туда-сюда говорю, не спеша иду. Ну как не спеша, как-то стараюсь быстрее идти. Вот на луг вышли. Вот видите, луг тоже все, везде уже деревья выходят. Потому что все луга оставлены уже. Да. Скоро вообще лес кругом будет. Не будет этих лугов. Ребята, разве это не красиво? Вот она, природа, счастье. И куча комаров, конечно. Очень много их. Я догнал своих пацанов, указал, куда идти. Конечно, чуть-чуть они не туда пошли, хотели еще по дороге выше подняться. Ну и хер с ним здесь. Отсюда начнем и будем спускаться. Здесь тоже вроде как для спиннинговой ловли там места хорошие. Но, ах, как же красиво. И запах травы сейчас. Ох, прям обалдеж. Если после сенокоса, там вообще обалденный запах всей травы там. Вообще классно. Ну, здесь, видимо, еще косят траву. Здесь более-менее луг. Луг еще нормальный. Вот смотрите, новые сосны как. Вот за год они вот так зарастают. Ну, это новые ростки. Они мягкие вообще. Мягкие, свежие. Вот в этом году вот такая. Вот столько они и за год, наверное, растут. Вон, все такие свеженькие. О, сколько их. Не надо никакой посадки. Природа сама сажает. Где что надо. Вот, смотрите, как четко все получается. Ну, ребята уже возле реки. Парни уже мои рыбачат. Комаров очень много, конечно. Помазались антикомарином. И надеюсь, полностью не съедят нас вообще. Так. Попробую рыбачить на вот такой силикон. Силикон зеленого цвета. У Никиты белого цвета. Попробуем, что за силикон, будет ли брать вообще. Если, скажем, будет рыба подходить, но не брать, можно зацепить и блесну. Так, вроде все готово. Ну как? Нету. Чего нету? Рыбы. А где рыба? Мы Нету. же на реке. Нету. Мы же на реке. Рыба должна быть. Ну иди, помогай. Давай, сейчас я тоже начну. Тоже начну. Как настоящая рыба играет. На поплавок-то меня крукасись. Ну вот. Сразу за цепь. Не успели порыбачить. Как же так, Никита? Надо спасать. Чего? А шеды? А где он? Где зацепился-то у тебя? Так, просто На куски? Так он ли? Ломается плечо. Вот это зацепно. Вот. Смотри, первый улов. Опа. Все целое.
Хороший крючок, смотри, как ловит. С первого заброса у тебя Китайский. китайский, на. Китайский. Инджунчань. Иди лови джунчань. Опа. Такие завалы, вон, смотри. Здесь окунь-то точно сидит. Вот под этими березами. Но вода большая. Очень большая. Так. Ты сразу иди дальше. Тут зацепишь опять. Вон трава. Возле травы надо попробовать. Так. Сколько там завалено, сколько. Так, вот здесь давай покидаем. Здесь, наверное, надо обычный поплавок порыбачить. Вон, мелкие рыбешки-то играют. Вот я здесь покидаю тоже. Место, да. Здесь прикормкой бы посидеть. На удочку в середине реки встать и тырым-тырым. Может, никогда блеск на не писала? Оскар. В общем, второй раз уже спасли у Никиты этот силикон. И поменял я сейчас у него на белую вертушку. Вот смотрите, какая завалина тут тоже. Коряги на коряге, в общем. Здесь, в принципе, должна быть рыба, но почему-то не берет. Я как думаю, надо лучше, наверное, надо рыбачить на поплавочную удочку, скажем, вот здесь. Встать и рыбачить. Сейчас здесь покидаю. Смотрим. Нифига. Сейчас, Никита, я тебя поснимаю, как ты вообще профессионально рыбачишь. Белая блесна, вертушка, второй номер Мепс. Осторожно. И уже сколько там, метров 200, наверное, прошли рыбачим. Что-то молчит рыба. Рыба молчит. Опа. Вода большая и травы мало. И эту работу надо, наверное... Вон, первый окушок. Нормально, видели? Уха уже есть у нас, Денис. Нет. Вот так вот, Мепс, второй номер. Это я увидел, как кто-то это гнал. Гнался окунь. Давай, ну-ка. Нормально. Отцепи. Еще, на тройник, как жадно он взял. Вон, смотри. Все три крючка. Все три крючка. Где окушок, там и второй окушок. Вот такой матросик. Мы его предупреждали. Если уж попался, то уже все. Кирдик тебе. На уху пойдет. Так, нормально.
Первая рыба есть. И главное, я вроде как зафиксировал, как ты поймал эту рыбину. Прямо тут гнала. Интересно, да? А? Интересно было? О, да. Это еще окушок, а уже черпи. Черпи-то где-то есть, но надо поймать. Сейчас. Я тоже попробую, может, где-то и второй есть. Почему-то она силикон не берет. О! Какой-то толчок как будто был тоже. Ну. Или коряга. Ну, вроде как кто-то есть. Вроде какой-то толчок тоже был. Может там косяк. О, кто-то есть, смотри. Ты слышишь, не шибает. Кто-то гоняется, но как-то не берет. Здесь рядом, возле коряги тут. Далеко. Или куда-то цепляется. О, а, Были? да, окушок, окушок. А, второй окушок вон. Значит, может партия какая небольшая. Прям возле берега рядом. Тоже за мной вот тычет. О, вон, видел. А у меня-то опять толчки такие. Надо, наверное, еще таки на белую поменять. Может, белый силикон надо? Или желтую блесну? Все, перестал. Что-то. Ой, у меня зацеп. У меня зацепилась. Все, конкретно зацепилась. Да. Там бревно целое лежит. Возле бревна, наверное, там он сидит. Там. Такой. Ох, чуть-чуть не хватает. Ну, все. Бик. Опа. Все, сломал крючок. Первый крючок мой. Все. Кирдык крючку. Сломался. Наверное, перекал, я не знаю. Часто он так ломается. Будем менять. Ребята, я поменял новый силикон. Вот такой белый сейчас поставил. И пару забросов еще здесь делаю и дальше пойдем. Там бревно лежит, там, блин, это бревно и цепляется тоже. Играет так четко она. Играет так четко. Когда рыбачишь, когда и комаров... Опа, опять я толчок такой. Блин. На одном и том же месте вот так. Возле этой коряги, наверное, сидит окунь. Толчок сделает, удар такой. И все. Оставляет. Не, пойдем дальше. Там дальше вообще непроходимые завалы. Не знаю, как там пройти. Может, по берегу, Никита? Никита, коло берега десь мунан. Выше подняться, да по берегу идти. Ну не знаю. Там... Ты осторожней там. Так. Ну, она
Еще может подняться сюда по лесу, тайге. Вон, смотрите, сколько коряк тут. Фу. О, блин. Мусора сколько тут тоже. Так. Ну, здесь я немножко выключу, наверное. Малыш. Или копанул траву, может, там. Да, ты делала? А, не видел? Окушок. Маленький. Маленький. Силикон дорослов, что смотрите? А, чуби. Тема. Kuti asti, tati asti kalamasta. Капчалон. Kala kun estit pureen etenään. О, вылетел. Это отличное. Kiastella puktilta maktiessa. Katuskat me taas mikä. Simman me taas. Да, трудами. Goля tätä simman tässä. Сидел. Ku. Вообще комаров куча. Солнце еще высоко, блин. Сейчас такой поворот сделаем, и там солнце вроде не должно попадать. Может и комаров больше будет. Такой антикомарин. Дошли до любимого места, где мы на донку обычно рыбачим. Отличное место тут. Вот такой песок, смотрите, какой песок. И здесь такой поворот, очень огромный, большой поворот. И там тоже трава на том берегу. Здесь не очень большое течение, тихое место, спокойное. И здесь очень много тоже ловится язи там и всякая белая рыба, ельцы, плотва. А на том берегу тоже ягель место, грибы собирают там вообще. Здесь тоже такой запах, наверное, запах идет, не знаю, как там называется вот это как его, блин, на песке они вот растут. Лопухи, не лопухи, хрен его знает что. И от них, наверное, запах идет. Ну, здесь песок, здесь на спиннинг. В принципе, вот отсюда на донку хорошо ловить рыбу. Место мне нравится. И вот здесь играет мелочь так. Очень много их. Обычные плотвы, наверное, тут очень много. И на машине почти до сюда я доезжаю. Метров 50 на 30 пешком. И ты уже на месте, на рыбалке. Вот здесь место хорошее. Вот здесь чуть-чуть прохладнее. А на солнце как-то. Так. Опять оторвались мои пацаны.